Русско-японская война 1904-1905 годов – это одна из тех войн, политические последствия которых затмили их военное значение. Для Российской империи поражение в этом локальном конфликте стало не только больной пощечиной, но и доказательством неэффективности всего государственного строя. Несмотря на это, русско-японская война изобилует примерами героических сражений и личного мужества солдат. Это оборона Порт-Артура, бои под Мукденом, Цусимское сражение, подвиг крейсера «Варяг» и многое другое. 31 января 1904 года Николай II обратился к кавказским горцам с призывом отправиться добровольцами на войну с Японией. Народы Северного Кавказа сформировали Терско-Кубанский конный полк. 6-я сотня этого полка составляла исключительно из ингушей. Командовать сотней высочайшим приказом о чинах военных от 26 марта 1904 года был назначен Падисау Эльберт Асмарзиевич Нальгиев. Ингушские добровольцы всю военную кампанию с японцами, храбро и самоотверженно воюя на Дальнем Востоке в степях Маньчжурии, умножили боевую славу и доблесть своих предков. Одним из самых отважных и удачливых разведчиков российских войск в Маньчжурии был Гуда Алиевич Гудиев. Доблестный ингуш-разведчик отличился в сражениях под Леояном на реке Шахе во время рейда на Инкоу. Под Мукденом Гудиев командовал 400-ным туземным конным полком, который своевременно обнаружил в наступлении армии Ноги. В дальнейшем разведотряд Гудиева не раз совершал такие смелые вылазки в тыл японца, не только принося важные сведения о неприятеле, но и совершая диверсии на пути сообщения и линиях связи, громя мелкие гарнизоны противника. 28 апреля 1905 года разведчики лихим налетом с боя взяли город Чандатунь. Подвиги Гудиева были по достоинству оценены командованием маньчжурских армий. За время войны с Японией разведчик ингуш получил ордена. Это Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом, Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом, Святой Анны 3 степени с мечами и бантом и Святого Станислава 2 степени с мечами. Впоследствии Исаул Нальгиев стал вторым генералом из ингушей в российской императорской армии. В 1905 году высочайшим приказом императора Николая II за многократные массовые боевые заслуги ингушская сотня Терско-Кубанского конного полка была удостоена почетными серебряными георгиевскими трубами. Отдельным приказом главнокомандующего по завершению войны всему личному составу ингушской сотни от высшего имени были пожалованы именные серебряные блюда и чаши. Кроме того, учитывая любовь горцев к оружию, император Николай II отдельным приказом соизволил офицерам и всадникам ингушского дивизиона оставить в личную собственность казенное огнестрельное оружие, пятизарядные кавалерийские карбины и револьверы в знак особого монаршего благоволения и признания их боевых заслуг.